Американская аспирантка Сара Тайнен, проводившая исследование в Урумчи, поделилась информацией о ситуации уйгурского региона. В 2014 году Тайнен начала писать свою докторскую диссертацию в Урумчи. По ее словам, наряду с уйгурами в Урумчи, население которого составляет 3 миллиона, живут и ханьцы. Аспирантка сообщила, что за время пребывания в Восточном Туркестане ей удалось подружиться с 66 ханьцами и 98 уйгурами. Я была свидетелем ранних этапов полицейского наблюдения в Урумчи. В феврале 2017 года некоторые из моих соседей-уйгуров стали исчезать, говорит Сара Тайнен. Аспирантка заявила, что строительство и открытие лагерей началось в 2017 году. По данным Государственного департамента США, от 1 до 3 миллионов уйгуров, казахов и других тюрков содержатся в концентрационных лагерях, расположенных в различных провинциях Восточного Туркестана. Матери из Восточного Туркестана, которые были разлучены со своими детьми, провели акцию протеста перед китайским консульством в Стамбуле. 8 марта группа уйгурских женщин, проживающих в Турции, организовала протест с целью получить информацию о своих арестованных мужьях и детях, которые были направлены в китайские интернаты, а также родственниках, с которыми они не общались последние 3 года. Кроме того, матери, посетившие офис партии ИИ, поделились своими проблемами и попросили донести данный вопрос до сведения турецких парламентариев. Советник по национальной безопасности США О'Брайен выступил с новым заявлением о приоритетах Америки в области национальной безопасности на собрании, которое прошло в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне, округ Колумбия. «Данный вирус пришел из Китая, и с начала эпидемии прошло много времени», сказал О'Брайен, оценивая ситуацию с COVID-19 в США. Подчеркнув, что на данный момент США успешно борются с вирусом, О'Брайен сделал следующее заявление. Вместо использования передового опыта в Ухане, китайские власти скрыли подробности вспышки эпидемии. Если бы мы получили необходимую информацию о ходе распространения вируса и имели бы необходимое сотрудничество, если бы на местах работали команды из Всемирной организации здравоохранения и Американского центра профилактики и контроля заболеваний, мы бы предотвратили то, что происходит сейчас в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый тип коронавируса можно назвать глобальной пандемией. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал заявление о новом типе коронавируса на пресс-конференции, которая прошла в штаб-квартире организации в Женеве. Гебрейесус заявил, что за последние 2 недели число случаев COVID-19 увеличилось в 13, а количество стран, в которых распространяется данный вирус, в 3 раза. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал распространение вируса пандемией. В 114 странах было зафиксировано 118 тысяч случаев. Более 90% из них зафиксированы в Китае и Южной Корее, где сейчас наблюдается спад инфицирования. Подчеркнув, что от 81 страны не поступало уведомление о случаях заболевания, Гебрейесус заявил, что в 57 странах было зарегистрировано менее 10 случаев. В общей сложности погибло 4291 человек. Саудовская Аравия объявила подробности плана по увеличению добычи после того, как Организация стран-экспортеров нефти и Российская Федерация не смогли достичь соглашения о сокращении добычи нефти. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило, что государственной нефтяной компании Арамко было дано указание увеличить ежедневную добычу нефти до 13 миллионов баррелей. После заявления саудовских властей в начале недели нефть подешевела на 30%. Цены на нефть падают с начала года. Причиной этого стала эпидемия коронавируса, повлиявшая на спрос и добычу черного золота.